ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Радиоуправляемое безумие накрыло Ухту на 3 дня. 10 июня в городе стартовал фестиваль моделей Radio Control Madness 2018. Самолеты, авто, квадрокоптеры и даже 3D-печать представили команды на суд экспертного жюри. 50 с лишним участников прибыли с Сосногорска, Сыктывкара, Визинги, Микуня и, конечно же, Ухта тоже представила своих. 10-й по счету фестиваль ранее проходил лишь в масштабах города, однако в этом году наступили изменения. Очень приятно, что министерство пошло нам навстречу, и под эгидой Министерства образования Республики Коми этот фестиваль стал носить статус республиканского. К нам приехать хотели большее количество участников, но, как уже сказали, погодные условия некоторых отпугнули, но мы очень рады видеть всех тех, кто сегодня с нами. Действительно, как и было сказано, погода добавила свою толику безумия в общий пул. Из-за дождя полеты в первый день отменили полностью, даже открытие оперативно перенесли в помещение. Автомодели должны были соревноваться на песчаном полигоне, но откатали в спортзале Горно-нефтяного колледжа. Всего за день провели все. Из 3 заявленных классов откатали лишь 2. Автомакси 1/8 от реального автомобиля и Автомини 1/16. Машины с бензиновыми двигателями, самые крупные, лишь в 5 раз меньше реального авто, решили на полигон не выводить. Второй день республиканских соревнований радиоуправляемых моделей начался, пожалуй, с самого зрелищного вида – авиамоделирования. Участники, как взрослые мужчины, которые начали заниматься конструированием уменьшенных копий самолетов еще в своем советском детстве, так и совсем юные ребята, покоряющие небо собственноручно собранными моделями сравнительно недавно. Например, Роман из села Визинги за 7 лет собрал целую кучу медалей и не намерен останавливаться. Говорит, занимается этим от души, хоть и в районе особо негде разгуляться. Кружки моделирования после 90-х переживают не самые лучшие времена. В нашем районе вообще мало нас осталось. В селе Визинга всего 1 кружок у нас такой. Мы участвуем во всех номинациях. И в самолетах, и в лодках, и в машинах, во всем. Мы единственные, кто так делает. А в Визинге всего 1 кружок вообще такой. Я в Воркуте в прошлом году заработал 8 медалей. Это вот максимально у меня было. Я был в 10 номинациях, а выиграл 8 медалей из них. Но у этого направления, безусловно, есть потенциал и будущее. Впервые в программу республиканского фестиваля были включены не только копии самолетов, но и дроны. Дроны включили в правило один из классов ФАИ, то есть Федерация авиамодельного спорта России. И так как у нас в Коми Республике имеются центры, где очень популярен этот вид спорта. Вот в этом классе, авиамодельный спорт в этом классе. И это не случайно. Если копии самолетов собирают еще 60-х, то дроны — изобретение современное, из разряда робототехники, которая активно внедряется в современную школу. В том числе и поэтому соревнования этого года прошли в рамках проекта «Инженерно-техническое образование. Основа развития региона». Муниципалитет выиграл за эту программу грант в 100 тысяч, которые были потрачены на организацию фестиваля. Кажется, юные инженеры рады возможности попробовать себя хотя бы на городском уровне. Их задача — максимально быстро преодолеть трассу. За секунд 21. Как ты считаешь, это хороший результат? Для юного спортсмена, да. А так нет. Даниил оказался не только перспективным инженером, но и очень самокритичным спортсменом. Пожалуй, именно за такими ребятами будущее. Но несмотря на то, что его предшественники несколько десятилетий назад не знали, что такое дрон, общего у них все же много. И те, и другие, безусловно, романтики, которые хоть и на недолгий срок, но все же пытаются покорить небо и создать что-то своими руками. По результатам 3-дневного фестиваля лучше всех это получилось у сыктывкарской команды. 2-е место у ухтинцев из команды «Вираж». Бронза также осталась в Ухте у команды «Пилот».